Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Это программа «Бергаляп Иряник», в которой мы учим слова на татарском языке. Давайте познакомимся с командами, которые будут сегодня не только учить новые слова, но и заряжаться позитивной энергией. Сегодня у нас в гостях семья Ганеевых, Салих и его мама Надия. Исянмесе, здравствуйте! Здравствуйте. Исянмесіз? Исян. Во второй команде семья Феофановых, Амиль и его мама Гузель. Здравствуйте! Салям. Очень рады вас видеть, слышать. Давайте познакомимся с нашими юными героями поближе. Салих любит рисовать, собирать лего, пазлы, а также играть в шашки с дедушкой. Также он танцует и любит спорт. В свободное время от садика Салих занимается брейк-дансом, акробатикой и посещает бассейн. Салих, скажи, пожалуйста, что тебе из этих занятий больше всего нравится? Плавать в бассейне, потому что там нам учат очень интересные приемы. А вот каким стилем тебе больше нравится плавать? Кролем, брасом, баттерфляем? Каким? Ну, я люблю бассейн лучше. Под водой. Под водой? А как долго можешь под водой провести без дыхания? Сколько можешь задерживать дыхание? Насколько? 5 минут. А кем хочешь в будущем стать? Расскажи нам, пожалуйста. Полицейским. Полицейским будешь на страже правопорядка, правильно? Да. Умница, я тебе желаю большого будущего и удачи в сегодняшней игре. Знакомимся со вторым героем нашей программы. Амиль. Он занимается в музыкальной школе по классу баяна и саксофона, ходит в художественную школу и любит танцевать, любит готовить и хочет быть ресторатором. Очень любит животных, всех бездомных кошек и собак, и, конечно, готов их приютить. Амиль, скажи, пожалуйста, откуда такая любовь к животным у тебя? Потому что у меня дома очень много животных. Кто? Рассказывай. Кот, 2 кошки, 1 кот и попугай был. Ну все, можно создавать настоящий мини-зоопарк. Я вот сказал, что ты любишь готовить. Вот ты хочешь стать ресторатором, правильно? Да. Какая кухня будет преобладать? Итальянская, мексиканская, русская, татарская? В каком направлении будешь готовить? Итальянская. Итальянская кухня, паста, макарошки, все дела. Все, что любят большие дети. Так, Гузель, расскажите, пожалуйста, почему ресторатор? В кого такая любовь к еде? Может быть, кто-то дома всегда готовит? Да, Ник у нас любит готовить. Наверное, скорее всего, постоянно, так как с ней, поэтому помогает ей комарлар куя. Вот поэтому взаимосвязь такая, я так предполагаю. А как вы думаете, будет ли она посещать ресторан вашего сына, где только макароны, итальянские блюда, пицца и так далее? Конечно, будет. Она самый первый дегустатор у нас будет, Алаберса. Ну все, тогда, Амиль, берешь Даванику в команду себе су-шефом. Договорились? Давайте начинать нашу программу. Сегодня мы будем учить слова на букву «Д». Поехали! Это первый тур программы «Бергаляп Иряник». Мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что можно, но главное должно начинаться на букву «Д». Задача наших команд очень простая – угадать, о чем идет речь. Давайте сначала определимся, с какой командой мы будем отгадывать первый вопрос. Амиль, давай начнем с тебя. Итак, первый вопрос у нас будет для Амиль и Гузель. Смотрим и слушаем внимательно. Она бывает асфальтированная, дачная, городская. Она везде есть. Она может быть лесной. Бывает для машин и для велосипедов. Бывает узкая, бывает широкая, бывает скользкая. По ней ездят машины. Итак, что же это такое, Амиль, Гузель? Дорога. Дорога, уверены? Конечно. Я принимаю этот вариант ответа. Это была дорога. Большие молодцы. 1 балл достается вам. Дорога по-татарски юл. Продолжаем со второй командой. Салих, внимание, вопрос для тебя. Она длинная, толстая. Такое дерево, у него толстый стебель. Живет сова. У нее есть большая дырка.
когда хотят сказать про человека, что он крепкий и большой, называют этим деревом. Еще в сказке Пушкина на нем висела золотая цепь. А из чего вырастают эти большие деревья? Из маленьких желудей. Как вы думаете, что это? Дуб. Дуб. Точно? Да. Я принимаю этот вариант ответа. Это был дуб. Имен. Молодцы. Дуб по-татарски имен. 1 балл достается вашей команде. Мы продолжаем первый тур. Продолжаем его вместе с Амилем и Гузель. Вопрос для вас. Раньше было в бумажном виде. Это с бумагой оно. На нем можно писать ручкой, или карандашом, или фломастером. Она бывает в электронном виде. Там еще пишется домашнее задание и подпись за поведение. И там бывает расписание, как ты учишься, а потом за четверть ты смотришь, если у тебя 4 и 5, тебе родители покупают подарок. Итак, давайте послушаем нашу команду. Какая у вас версия, Амиль? Дневник. Дневник, думает наша команда. Амиль, ты с мамой согласен? Да. Да. Я принимаю этот вариант ответа. Это был дневник. Молодцы, 1 балл достается вашей команде. Здорово. Дневник по-татарски «кендалек». Мы продолжаем учить слова на букву «Д» и ход в следующей команде. Это такой дом из кирпичей, который строили это давным-давно. Король, королева, рыцари, королевская собачка. А рыцари защищали это место. Это такой большой замок. Итак, давайте узнаем ответ у нашей команды. Салих, что это было за слово? Дворец. Дворец. Принимаю этот вариант ответа. Это был дворец. Молодцы. 1 балл достается вашей команде. Здорово. Дворец по-татарски «сарай». Продолжаем. На очереди 5-й вопрос. Уважаемые команды слушают его обе команды. А вот кто будет отвечать, мы узнаем совсем скоро у нашего компьютера. Поэтому обе команды, пожалуйста, будьте внимательны. Вот такие руки у него. Это такая ящерица пучеглазая с крыльями. И некоторые огнем дышат, некоторые водой, некоторыми ядом, некоторыми заклинанием каким-то. Мама мне говорила, что это волшебная ящерица. Я его видел в мультфильме. У него 3 головы. Они в сказке могут быть. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Отвечают у нас Салих и Надия. Итак, что это за слово? Как вы думаете? Дракон. Дракон, думает наша команда. Я принимаю этот вариант ответа. И поздравляю, потому что это правильный ответ. 1 балл достается вашей команде. Это был действительно дракон, трехглавый, огнедышащий и самый страшный, но мне кажется, никто его уже не боится. Дракон по-татарски «ождаха». Пора подвести итоги первого тура с небольшим отрывом. Впереди семья Ганиевых, уважаемая семья Феофановых. Не расстраивайтесь, еще есть возможность заработать свои баллы. В эфире 2-й тур программы «Бергаляп и Ряник». Прежде чем продолжить, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Салих, как будет по-татарски «дорога»? Юл. Юл, Нахшулай, отлично. Амиль, как будет по-татарски «дуб»? Имен. Имен, молодцы. Салих, как будет по-татарски «дневник»? Кендалек. Кендалек, бигдерес. Продолжаем мы с Амилем. Тебе слово «дворец». Сарай. Сарай, это верно. И, Салих, тебе слово «дракон». Аждаха.
Аждаха. Умница. Молодец. Мы повторили все слова, которые выучили сегодня. Давайте продолжать. Во втором туре на экране появятся картинки. Они будут располагаться в определенном порядке. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд времени, после чего буду вам задавать различные вопросы. Команды, вы готовы? Тогда 15 секунд. Время пошло. Итак, время вышло. Давайте узнаем, насколько хорошо наши команды запомнили картинки. Начнем мы в этот раз, Салих, с тебя. Первый вопрос будет тебе. Скажи, пожалуйста, где находится дворец Сарай? Одну цифру надо назвать. Где находится дворец? Цифра 2. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте откроем цифру номер 2. Там действительно дворец. Я вас поздравляю. Вы большие молодцы. Переходим к следующей команде. Амиль, где находится дневник Кендалек? 3. Цифра 3. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте откроем ячейку номер 3 и узнаем, действительно ли там находится дневник. Молодцы! Интуиция вас не подвела. Здорово. 1 балл достается вашей команде. Салих, Надия, продолжаем с вами. Где находится дуб Имен? 9. 9. Я принимаю вариант ответа. Цифра 9 ответила наша команда. Давайте ее и откроем. Там дуб. Вы правы. Молодцы. Бек яхша. Итак, следующий вопрос для Амиля. Где находится у нас дорога? Юл. 8. Точно. 8. Точно. Уверены? 8. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте откроем цифру 8 и узнаем, правильный ли это был ответ. Это правильный ответ. Молодцы, я вас поздравляю. Здорово. На очереди 5-й вопрос. Давайте сначала узнаем у компьютера, какая команда будет на него отвечать. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, нам команду. Амиль и Гузель отвечают на следующий крайний вопрос второго тура. Итак, внимание, уважаемая семья Феофановых. Где находится дракон Аждаха? 1. Принимаю ваш ответ. 1. Цифра 1. Давайте откроем ячейку номер 1. Это правильный ответ. Там находится дракон. Я вас поздравляю. Молодцы. После этого тура обе команды с равным количеством очков будут бороться, но уже в следующем, 3-м туре нашей программы. Это программа «Бергаля Пираника». Уважаемые зрители, если вы пропустили наши выпуски, то смелее и скорее подписывайтесь на YouTube-канал Шаян ТВ. Там много интересного, ну и, конечно, больше слов на татарском языке. Давайте, кстати, повторим те слова, которые мы выучили сегодня. Дорога – Юл, дуб – Имен, дневник – Кендалек, дворец – Сарай, дракон – Аждаха. В 3-м туре по традиции для наших команд мы приготовили ребусы. Ваша задача будет угадать, что за слово связывает 3 картинки, но не просто назвать ответ, а объяснить, как каждая картинка связана с вашим ответом. Задание понятно? Давайте начнем с команды Ганиевых. Салих, Надия, первый ребус для вас. Внимательно смотрим. Итак, что мы видим на экране? Давайте сначала разберемся. Салих, Надия. Башня видим часы, галочку, Карандаш. дневник, 5 с плюсом, и 2 девочки. А 2 девочки что они делают? Они просто разговаривают или, может быть, секретничают, сплетничают? Да, секретничают. Секретничают. Вот давайте попробуем сейчас назвать слово, которое объединяет все 3 картинки. Дневник. Почему? Попробуйте объяснить. В первом там какой-то план намечается, то есть там галочка стоит и часы указаны. Значит, время тикает. Угу. Вторая картинка как связана с дневником? Где 5 с Там плюсом? 4 с плюсом стоит. Значит,
какой-то мальчик получил 5, что ли? Здорово. А девочки как связаны с дневником? Может быть, они хотят получить 5, хорошо учиться хотят. Я принимаю вашу версию, ваш ответ. Картинка, где у нас галочка, ручка и часы, это планер. Определенный дневник, куда мы записываем, да, наши действия, ежедневник. 5 с плюсом, конечно, ставим мы в дневнике. И у каждой девочки в детстве наверняка был дневник со своими секретами. Это слово «дневник». Молодцы, я вас поздравляю. 1 балл достается вам. Играем со второй командой. Амиль, Гузель, ребус для вас. Смотрим. Итак, что мы видим на этой картинке? Календарь. Календарь. Какой год указан на календаре? 2012. 2012. Еще что мы видим? Огонь. Огонь. Метрополитен. И вход в метро, да, на станции Кремлевская. Как вы думаете, что объединяет? Какое слово объединяет все 3 картинки? Дракон. Итак, 2012 год по восточному календарю. Это год дракона. Вход в метрополитен. Его украшает Зеланд, который изображен на гербе Казани. Это тоже дракон. И, конечно, дракон может быть огнедышащим. Вы дали правильный ответ. Молодцы, здорово. Я вас поздравляю. Итак, уважаемые команды, все вопросы игры заданы, все ответы получены. Пора узнать имя победителя. Сегодня в нашей игре побеждает дружба. Я поздравляю обе команды. Вы большие молодцы. Хатлим сезне баршагызды, да, и, конечно, желаю вам дальнейших успехов. Ну а нам с вами, уважаемые зрители, пора прощаться. Телерне ирянегес туган телне бер кашанда онотмагас. Никогда не забывайте свой родной язык. До скорой встречи. Всем пока-пока. Салих, какое тебе слово больше всего понравилось? Расскажи. Какое слово тебе больше понравилось? Дорога. Спасибо вам огромное. Желаю вам удачи. Спасибо вам. Было очень приятно увидеть.